Добрый вечер, дорогие друзья. Хайрлы киш, кадрлы дуслар. Мы сейчас с вами находимся в штабе татар на празднике, который называется Аулагы, где собралось много девушек, парней. И сейчас мы зададим им несколько вопросов. Расскажите, пожалуйста, о себе. Так, меня зовут Азамат, очень приятно. Я музыкант, тут меня все знают как баяниста, кураиста, поэтому... То есть не в первый раз на Аулагы? Ну, когда-то давно был, то есть что-то не ходил, и вот опять пришел. Всех рад видеть, ура! Верите ли вы в любовь с первого взгляда? Конечно, любовь с первого взгляда бывает. Бывают искренние взаимоотношения между людьми, поэтому встретить девушку впервые и сразу же в нее влюбиться, это супер, это базовый минимум. Что бы вы сказали людям, которые собираются на него попасть? Это мероприятие просто супер. В первую очередь люди знакомятся, люди начинают дружить, люди общаются, люди вкусно кушают. Поэтому все, кто организовывает данное мероприятие, они просто большие молодцы. Спасибо им огромное. Добрый вечер, Юлиана. Расскажите, пожалуйста, о себе. Вы очень красиво выглядите. Чем вы занимаетесь? Я фея красоты. Я специалист в области коррекции фигуры, тела и лица. Вот, делаю женщин, девушек красивыми и счастливыми. Вы впервые на этом мероприятии Аулагы или... Аулагыда я не первый раз. Я уже была до этого 2 или 3 раза. Вот. Я когда в Москву переехала, я была очень удивлена тому, что в Москве такое количество татар. Очень интересно найти новых друзей, пообщаться, проявить себя и найти новых друзей. А откуда вы родом? Я родом из Уфы. Из Уфы. И как давно живете в Москве? Я в Москве 5 лет. Какие черты должны быть у идеальной татарской женщины? У идеальной татарской женщины должны быть черты. Первое – это красота, улыбка, естественность, доброта и домохозяйство. А вы умеете готовить? Я очень вкусно готовлю. Татарские блюда тоже? Конечно. А что именно? Я очень вкусно готовлю суп-лапша. Я сама режу ее очень тонко, очень вкусно, и также балиш. Лапшу резать тонко, это нужно прямо уметь. Это искусство. Есть ли какие-то хитрости в этом деле? Да, хитрости есть. Это нужно ровненько скалкой ровный круг раскатать для того, чтобы тоненько порезать лапшу. То есть этому нужно посвятить какое-то время для того, чтобы мастерство. Спасибо большое, Юлиана. Хорошего вечера. Спасибо. Добрый вечер, меня зовут Тимур, мне 34 года, живу в Москве, сам я родом из Казани, в 2020 году я переехал в Москву, занимаюсь продажами сложного технологического оборудования, в свободное время увлекаюсь всем чем угодно, главное, чтобы дома не сидеть и чтобы не было скучно. Тимур, скажите, вы верите в любовь с первого взгляда? Да, конечно, верю. У вас есть девушка, жена? На данный момент нет. То есть вы в поиске? Да, все верно. Хорошо, Тимур, расскажите, какие качества должны быть у вашей будущей идеальной жены? Наверное, 2 основных качества. Это активная жизненная позиция и умение поддержать диалог. Вот это самое главное. Все остальное, оно так не особо важно. Вы впервые на этом мероприятии? Да, пришел впервые. Хочу отметить высокий уровень организации, поблагодарить, руководство данного сообщества. Вот, все сделано очень качественно, все на уровне, все очень тепло, уютно, весело. Вот, по-домашнему услышал татарские песни, увидел татарские танцы. В Москве этого очень не хватает. Вот, и очень рад видеть такое количество людей одной национальности со мной. Да, это очень-очень приятно в Москве. Минем исемем Илсияр, мин яхшы кеше. Викяхша Ильсьер. Мне рассказали, что вы занимаетесь стендапом. Это правда? Чуть-чуть, немножко, очень сильно занимаюсь, да. Профессионально? Но это такой вопрос. Просто занимаюсь для души. Но я не могу сказать, что я на этом зарабатываю. Это просто порыв внутренний. Я очень люблю шутить, веселить людей. И, наверное, это выливается в какие-то выступления. Можно ли сказать, что веселье и жизнерадостность присущи татарским девушкам? Да. Все девушки, которых я знаю, они очень жизнерадостные. Многие из них остроумные. Такие могут парней заинтересовать, умеют флиртовать. Да, вот. Поэтому они скромные внутри, но когда нужно, это такие воинственные девушки. А какая вы? Я разная. Я сегодня пою, завтра танцую,
послезавтра готовлю. Ну, я готовлю всегда. Я такая, чтобы мне было не скучно жить, и чтобы мои близкие чувствовали от меня только радость, доброту, хорошее настроение и хорошую энергетику. Что главное в жизни? Найти себя. Это главное, оказалось. Вот. Вы нашли? Я ищу себя, ищу тебя, позвони мне. Пока. Меня зовут Юрат. Юрат? Да. Необычное имя. Как вам это мероприятие? Прекрасно, очень круто, радостно. Вы впервые? Я уже 3-й или 4-й раз здесь. То есть это уже как традиция становится? Да, потихоньку. Очень радостно вспоминать. Знаете, когда находишься в Москве далеко от малой родины, приезжаешь сюда и вспоминаешь вот эти деревенские пляски, песни, и очень круто становится. И круг такой теплый, и очень приятно на душе. А откуда вы родом? Я с Нижегородской области. С Нижегородской области. То есть можно сказать, что сегодняшний вечер напоминает родной край, родной дом и атмосферу домашнего уюта. Все верно, так и есть, да. А чем занимаетесь? Я вообще инженер-строитель, руководитель строительных проектов. Здорово. Какое у вас любимое татарское блюдо? Очпочмак, конечно. А готовите сами? Конечно, Что? да. Я готовлю и очпочмак, и вот лякше, очень люблю лякше, очень вкусно делать, да. И что еще? Ну, чак-чак я не готовил, но тоже люблю его. А в чем секрет вкусной татарской кухни? В любви? В любви? Конечно. И в тесте с мясом, правильно? Ну, тесто с мясом и картошка с мясом и тестом, просто мясо и картошка. В любой готовке татарских блюд самое хорошее и самое желанное для всех гостей, все, что ты можешь туда засунуть, это любовь и гостеприимство татарского народа. Вы сказали про гостеприимство. Какие еще качества у татарского народа? Вот что можно про них рассказать в 2 словах? Татарский народ, он полон истории, начиная с самых начал и заканчивая сегодняшними днями, да. Ну и, соответственно, очень много в будущем у него. Так, что я могу сказать о татарском народе? Мы очень сильны духом, у нас очень сильная воля, у нас сохранение традиций. Да, к сожалению, сейчас очень тяжело это делать, но мы стараемся. Вот как минимум собираемся в штабе татар, поем татарские песни, вспоминаем историю какую-то татарскую. И, соответственно, я хочу сказать, чтобы каждый татарин, татарка находили друг друга и продолжали именно наш татарский род. А у вас есть девушка, жена? Жены нет. То есть есть девушка? Да. Татарка? Почти. Наполовину. Понятно. Хорошего вечера. Салям, менің есімім Алия, мен Уфадан, Иглинский район. Мәскеуде 2 ел. В Москве работаю риэлтором. Бұл мероприятие, да, мен бүгін бірінші мәртебе. Впечатление интересное такое, то, что бітсе татарша сөйлеше, очень приятно. Так как мен бір мәртебе болған, уже был бір мероприятие, анда бітсе татарша сөйлешмедім. Мында кіргәш татарская музыка играет, бітсе татарша сөйлеше, қызлардан таныштым, алар тоже татарша сөйлешелер. Көңілле, рахат и внутренние ощущения классные. Всем рекомендую. Здравствуйте, меня зовут Элина. Я уже 5 лет посещаю штаб татар и благодарна организации за теплую, душевную атмосферу. Здесь я познакомилась с замечательными друзьями, и в моей жизни появилось много близких людей благодаря штабу татар. Какие ваши любимые мероприятия? Или, может быть, вы посоветовали бы кому-то, кто еще ни разу не приходил в штаб татар, мероприятия, которые вот больше всего вам нравятся? Штаб татар организует как благотворительные мероприятия, также и мероприятия, направленные на нетворкинг, то есть это бизнес-сообщество, приглашаются эксперты, спикеры. Поэтому я всем рекомендую посещать мероприятия штаба татар. Здесь вы найдете полезные контакты, интересное общение и, конечно, вкусные угощения. Что больше всего нравится из татарской кухни? Из татарской кухни я, наверное, чак-чак, да. Меня зовут Рафис.
Занимаюсь в фармбизнесе, в основном в продажах. Продажами. Хорошо. А вот Рафис, знаете, что означает это имя? Ученый, исследователь, что-то в этом роде. Это присуще вашей жизни? Относительно. Нравится ли мероприятие Аулагы и порекомендовали вы бы пригласить кого-то вот из, кто еще не был? 100% приходите. А что больше всего нравится? Формат, то, что много людей, разных людей, которые общаются между собой, что-то интересное узнаешь. Вообще, в принципе, интересные моменты, что люди делятся своим каким-то, как сказать это правильно, идеями, да. Видно, что люди заинтересованы даже друг в друге, поэтому такой вот формат интересен. Удалось ли с кем-то законтачиться, если можно так сказать? Да, поговорил, да, много новых знакомых завел в этом плане, поэтому это очень интересно в этом плане. Пришли в первый раз, но уже чувствуется дружественная атмосфера. Узнала о штабе татар еще от мамы. Я ей рассказала ее знакомая, но непосредственно на это мероприятие позвала меня моя подруга Диана. Я узнала о штабе татар из Инстаграма. Давно уже подписана, все хотела сходить на какое-нибудь мероприятие, но с одной было как-то неудобно. Вот я позвала свою подругу Карину. Она тоже татарка, и я решила ее позвать, чтобы мы сюда сходили, завели больше знакомств, потренировали татарский язык, выучили, потому что не очень хорошо его знаем. Такие вот ожидания от штаба. Нам здесь уже очень нравится, да. В целом, основная цель, наверное, это выучить татарский язык и начать свободно на нем разговаривать. Да, свою культуру не забывать. Добрый вечер, дорогие штабовцы. Меня зовут Эдуард Макаримов. Я, конечно же, здесь не в первый раз. Это мое любимое место. Вот, потому что я сюда с огромным удовольствием всегда прихожу. Я по профессии преподаватель университета, кафедра криминалистики. Не пугайтесь. Но это мне не мешает заниматься музыкой, всячески самовыражаться творчески, вот, в том числе заниматься вокалом. Это моя отдушина, надеюсь, в каком-то смысле и будущее поле для творчества, что называется. На каком инструменте играете? Ну, я закончил музыкальную школу по классу баяна. Ну, конечно, я сейчас уже так не играю активно, потому что навык потерян, а это, вы меня прекрасно поймете, постоянно нужно держать в тонусе, иначе забывается. Но вот голос только держу в тонусе. Можно сказать, что голос мой инструмент. А что поете? Какой жанр музыки? Ну, больше такая лирическая эстрада, татарские народные песни, татарские лирические песни. Ну, в целом, вот скорее так. Больше советская, может быть, какая-то такая история. Если бы можно было описать мероприятие Аулагы, которое вот сейчас проходит, 3 прилагательными, то какие бы это были прилагательные? Күңелле, жанлы, от души, прям, чтобы прям душевно, прям очень. Үшіншісі. Тәмле. Что больше всего нравится из еды татарской? Ну, конкретно в штабе аш, суп, а так я очень люблю губадию. Меня зовут Шамиль, мне 26 лет, вот, сам татарин. Чем занимаетесь? Какова ваша профессия? Я работаю помощником экономиста. Как вам мероприятие Аулагы? Ну, мероприятие хорошее, интересное, такая домашняя атмосфера, тут вкусная еда, интересные танцы, все понравилось. А вы впервые на это мероприятие? Да, впервые на мероприятии, много интересных людей, все понравилось. То есть Аулагы — это не только развлечение, это еще и полезное знакомство? Да, много людей из разных сфер, то есть можно приобрести, ну, встретить как и девушку, так и полезные знакомства завести. Если девушка или жена? Девушки нету, жены тоже. Тогда скажите, какая должна быть идеальная жена для вас? Ну, я думаю, которая тебя в первую очередь понимает, ведет здоровый образ жизни и, ну, которая скорее создает как домашний очаг, то есть с правильным определенным воспитанием, ну и, ну, которая не ходит по клубам, например, а именно старается для семьи что-то сделать вместе с мужем. Сәлеметсіз, қайырлы достар, штабның подписчиклары, все меня знают, я ведущим обычно работаю, сегодня вы меня замещаете, спасибо вам, зор рахмат. Мен Эльнур, туылдым Ташкентта, корни татарстанские, мында штабта йөрим инде берничә елдан бері, яхшы кешеләр йөрим инде, Рустам абыйга рахмат, Гөлнарага рахмат, Руслан операторга зур рахмат.
бек яхшы видеолар выпускает нам, развлекает всех, продвигают в массы татарскую молодежь, татарский язык сохраняют. Очень большая работа ведется. Вот. Эльзе спасибо, вот, что пришла сегодня, спела нам прекрасные песни, замечательный голос. Казанцы, наверное, ее знают, это будущая звезда казанская. Живет вот родом из высокой горы. Высокой горе привет. Помаши землякам. Да, маша Аллах. Вот такие у нас пироги. Очень вкусные. Приезжайте в штаб татар. Будем вас угощать, кормить, поить, развлекать. Здравствуйте, меня зовут Рамиля. Я не так часто бываю в штабе, но это очень близкое тепло мне всегда, когда я здесь нахожусь. То есть это ваше не первое мероприятие? Не первое. Отлично. Что больше всего нравится вот на таких вечеринках? Возможность говорить на родном языке, послушать татарские песни, потанцевать татарские танцы. И очень добрая, теплая, такая душевная атмосфера. Есть ли любимое слово на татарском языке? Любимое слово на татарском языке – куянушка. Что это означает? Зайчонок. Это вот когда мы любимым людям мы говорим вот так. Минсины яратам. Да, тогда такой вопрос. 3 топ-слова для того, чтобы назвать свою любовь. Например, там, Джимеш, любимый. Финик. Чие. Каенеляги. Джирджиляги. Алма. Алма, интересно. А как они переводятся, эти слова? Алма – это яблоко. Джирджиляги – это клубника. Каенджиляги – это земляника. И так можно Чия – это вишня. И так можно назвать любимого человека? Любимую тетю, например, можно назвать Чияпа, Алмапа, Джилягапа. По крайней мере, мы так вот в семье говорим. Вот не по имени, а вот Джилягапа, Чияпа. Да, у меня тоже была тетя Алмапа, которую мы называли. А любимого человека можно назвать Матурым, Бегерем, Джаным, Ирегем. Меня зовут Ильдар, мне 33 года, я москвич, Мескеу Татармалая. Работаю в музее, вот, занимаюсь военными архивами, экскурсией, краеведениями, в общем, и все, что связано с историей. А где экскурсии проводите? У себя в музее, по Москве, в области. Есть ли какой-то интересный факт из истории Татарстана? Есть. Расскажите. Татарстан, он фактически является наследником Волжской Булгарии. Мы наследники огромной цивилизации, богатой по своей культуре, истории, энергетике. Это даже словами не описать. Что еще можно сказать о Татарстане самое интересное? Там мирно уживаются все конфессии, известные нам. То есть вообще никаких проблем нет ни в межнациональных, ни в межрелигиозных. Можете ли вы рассказать экскурсию на татарском языке? Могу, если подготовлюсь. Здорово. Бигзур Ахмед. Зорус. Нам бы очень хотелось сегодня петь песни татарские, особенно Салавата Фатхидинова, конечно, Уфтанма. Фирдуса Тямаева песни знаю. Гузель Уразова. Хания Фархи. Да, ну да. Уфтанма, уфтанма, уфтанма. Исәнмесез, хәерле кич. Исәнмесез. Как вас зовут? Представьтесь, чем занимаетесь? Монда без штабта. Рустем меня зовут. Менә без штабта бүген җыелдык. Бүген Аллагый. Бүген бик күп кешеләр шыраталар, шырайлар аларның үзләренең беренче мәхәббәтләрен. Алар әле белмиләр. Беренче мәхәббәт монда утыра, крида. Ул әле белми, ул әле танышмаган. Шундый бүген кызык бик кич. Без бик шанабыз бүген, күп кешеләр дуслашырлар. Күп кешеләр шундый үзенә парлар табырлар. Менә шуңар бүген шундый танышу кичү. Ул Аллагый борынгы заманада шундый менә өйләр булган инде шул авылларда Аллагый булган, танышкан кеше. Элек бит интернет булмаган, клуб булмаган, дискотека булмаган. Бүтән шаныш, бүтән өмет, бүтән хисләр кешенең шул Аллагый белән бәйләнгән булган.
А чья идея вообще вот сделать вот такое мероприятие Аулагы в штабе татар? В штабе татар Аулагы уже 28 лет. У нас только официально, которое мы знаем, 15-20 человек женится. Очень много здесь знакомится, потому что мы создаем татарскую среду. У нас люди вместе ходят в поход, ходят на дискотеки, на караоке. Это называется создание татарской среды. Менә безнең татарларның бик зур дошман бар. Дошман ул ассимиляция. Ул менә катнашкан никяхлар. Менә шул катнашкан никяхларда 95%-та татарлык бетә, мусульманство бетә. Шуңар менә монда кичләр кирәк. Монда никяхлар татарлар үзара булсын. Ну, башкортлар булсын. А что ждет людей, которые вот еще не знают, что здесь происходит, но очень хотят? Вот что их ждет? Их ждет, ну пусть приходят, мы их ждем, мы никогда никого не говорим нет. У нас приходят русские, по телефону татар жырларын жырлайлар. Мы единственная организация, где приходят православные татары, за что нас очень сильно ругают, да? Мы всем рады, мы всеми общаемся, мы очень толерантны. В чем секрет единства татарского народа? Секрет – это генетически заложенный секрет. Единство, консолидация, вот эта помощь друг другу, чувство плеча, потому что у всех татар, вот здесь татары находятся мордовские, самарские, ульяновские, пензенские, нижегородские. Но у всех у нас, у татар, одна история, у нас одно будущее, у нас одни проблемы. Проблемы, мы теряем постепенно язык, вот, пишем мало, читаем мало. Поэтому у нас проблемы одни, история одна. И у нас чем гордиться, у нас тоже вот эти вот тоже люди, татары, выдающиеся, мы выдающиеся. Поэтому мы очень надеемся, что сегодня появились у кого-то симпатии, любовь. Вот очень на это надеемся. Ведь любовь, это ведь не пятерочка, не 7-й континент, не азбука вкуса. Нельзя прийти и сказать: дайте мне любви столько, нежности столько, симпатии столько. Любовь — это нужно Аллаха просить, ждать, мечтать. И вот сегодня такой вечер, я думаю, кто этого ждет, Аллаха просит, к тому этот махаббат и придет. Когда махаббат приходит, люди думают: у меня еще в жизни этого много будет. А это не так. Махаббат надо беречь, понимать, что это махаббат. И нужно вот беречь, и как-то нужно дорожить этим, и как-то к этому как к сокровищу относиться. Махаббат — это такое не мимолетное, это очень серьезно. А как понять, что это вот настоящий махаббат? Настоящий махаббат нужно пообщаться, потом прийти домой, закрыть глаза. Вот сегодня вот ребят же много. Сегодня у нас здесь примерно 100 человек. 100 человек, 50 ребят, да? А вы придете домой, закроете глаза, а перед глазами у вас будет только один. И непонятно почему. Махаббат. Ну что, дорогие друзья, приходите в штаб татар, подписывайтесь на канал, узнавайте самые актуальные новости и, конечно же, пишите комментарии. Вас ждет очень много увлекательных событий, вечеринок, мероприятий, поэтому не пропускайте.